Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, исәнмесез? Всем привет, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, һәм мин татарча өйрәнәм. Барыгызга да сәлам, мин Эльза, һәм мин татарча өйрәтәм. Итак, Эльза, у нас сегодня очередной подкаст. Какая тема? Сегодня предлагаю подучить основную лексику по готовке на татарском языке. Супер тема, потому что татары готовят очень много. Еда в жизни татар это большую роль, значит, и мы сейчас выясним, что, как говорить. Начнем с самого главного человека, так скажем, на кухне. Это повар. Татарча? Повар. Повар. Юг. Давай. Хотя не исключаю, что есть такой вариант тоже среди татар. Я попробую посочинить это слово. Если человек готовит, ул азерли. Пешере. Пешергиш? Да, почти. Пешекше. Пешекше. Это повар. Повар, да. Я напомню, например, почему именно «щ», а не «гыщ», как ты предположил, да? Потому что как раз-таки окончание «щ» и «щ» в татарском языке образует профессии. Например, футболист — это... Футбольщик. Футболщик. Баскетболист — баскетболщик. Рыбак. Балык тотущий. Или балыкщик. И так далее. Хорошо. Сатущик, алущик и так далее. Пешекще — повар. А вот, как ты уже упомянул, шеф-повар. Шеф-пешекще. Шеф-пешекще или баш-пешекще. Или как... это баш. Глава. И поэтому, как мы любим говорить в наших подкастах, рейс пешекще. Пешекще рейс. Пешекще рейс, да. Да. А баш-пешекще чем занимается? Ну, он обычно руководит, дает команды. Идаре и те — это как раз-таки руководит. Идаре и те. Идаре — это... Идарещик, кстати, можно тоже сказать. Это руководитель. Идаре и те руководит. Идаре и те меню тези. Строит меню. Аш бүлмәсендә тәртип урнаштыра. Аш бүлмәсе — это как бы кухня. Кухня. Тәртип — это, как сказать... Что такое тәртип? Что такое тәртип? Говорят, тәртипле, воспитанный. Да. Будто порядок устанавливать, да? Так и есть, да. Тәртип — это порядок, а тәртипле — это значит человек, который... Порядочный? Вот порядочный, наверное, я не точно, не то, а тот, кто следует правилам, так скажем. То есть вот ему сказали делай так, он делает так. И так далее. И следует определенным правилам. Значит, баш пешекше аш бүлмәсендә тәртип урнаштыра. Да? Урнаштыра — это уже мы уже в нескольких подкастах у нас это слово было. Устраивает, обустраивает. Урнаштыра. Урнаштыра. А как будет рецепт на татарском? Так, это тоже популярное слово, часто используется. Рецепт. Я думаю, что, во-первых, это не русское слово. Это уже какое-то взаимствование. Ну вот можно здесь посочинить, например, да, подумать. Тоже здесь используется слово тертип. Да, порядок чего? Еды? Ну, не точно, а готовки. Азерлю тертибе. Азерляу тертибе или пешерю тертибе? Азерляу тертибе. Это тоже тот, где мы говорим тот случай, когда мы говорим тертиб, но когда склоняем, получается тертибе. Или пешерю тертибе. Пешерю тертибе. То есть смотри, по сути, готовка, мы можем говорить пешерю, и азерляу — это как будто бы синонимы, да? Синонимы, но они немножко отличаются, потому что азерлерге и пшерге — это то, что мы можем испечь, сварить. А вот азерлибес, например, что-то, салат, потому что мы его же не... Пешермибес, не готовим, да. Или, торт можно предположить, хотя мы, что-то лепим, например, торт, да? На азерлибес, а вот эти бисквитные эти пешеребес. Вот вроде они и синонимы, но про салат мы не можем сказать салат пешердем. Да. Хотя если у вас используются в салате, например, какие-то вареные овощи, то, наверное, может винегрет. Вот. Так, перейдем к кухне, да? Кухонная утварь. Посуда. Татарча как будет? Сауатлар — это какие-то емкости, да? Я вот обычно... Да, сауат набер. А вот посуда, общее название, это сауат саба.
Саот соба. Как пишется? Дефис? Через дефис, да. Это парное слово. Саот соба. Соба что значит? Интересное. Вот, может быть, на турецком есть слово соба, печка такая, да? Угу. Может быть, что-то связанное с этим. Ну, нужно просто обратиться к этимологическому словарю, может, там найдем ответ на этот вопрос. Но вот саот соба. Саот соба. Угу. Нинди саот собалар бар. Какие есть виды посуды? Ниндилер бар. Давай начнем что используешь? с чашки. Чашка очень интересное слово, потому что использует несколько разных слов, в том числе и чашку саму тоже. Чашка, как так просто говорят? Чашка. Чашка. Вот. Есть еще щенаяк. Щенаяк, это же будто блюдце, нет? Нет, щенаяк — это вот именно чашка. Откуда это слово появилось? Извини сразу, а блюдце тогда как будет? Щенаяк асты? Щенаяк асты теленьке. Теленьке, это еще тарелка. Ладно. Ну, я знаю, как тарелка слово. Хорошо, давай еще что говорят. Щенаяк. Блюдце — это что? Это же под то, что... Да. Под чашку? Ну, вот кичкина щей теленькеся. Угу. Вот. Кесе, кесе, оно немножко по-другому выглядит. Оно пошире, получается. Кесе, татар тілінде де бар. Само слово щенаяк, я вот помню этимологию вроде слова, от слова чин. Чин — это Китай в старотатарском варианте, потому что в современном это Китай. То есть из фарфора китайского сделанная посуда, поэтому щен аяк. Аяк — это ножки, ноги, нога. И я слышала какую-то легенду, может быть, правда, неправда, что раньше оно было в форме вот кости ноги. Берцовая кость? Я не знаю, я очень плохо разбираюсь в костях. Колено, вот коленная кость. Коленная чашка, все, понял. Чашка, да, коленная чашка, как будто вот что-то с этим связано. Ничего не знаю, но вот и чин. Поэтому щенаяк. Интересно. Вот, может, есть и другие варианты. Делитесь, кто знает больше, чем мы. Вот, потом есть вот кесе, щенаяк, чашка. Еще в некоторых диалектах упоминается слово юмра. Юмра. Юмра — это про чашку как раз-таки, но оно похоже больше на кесе, насколько мне известно, потому что юмра — это как будто круглый. По-другому еще. Вот юмра икмяк, про колобок так говорили. Что-то такое круглое. И вообще, я думаю, еще стоит сказать, что вот есть тюркское слово, из которого люди пьют чай, это пыяла. И их на русском называют пиалки. Шулай ма? Ләкин татар тілінде ол юк. Вот как раз-таки вот это пыяла, пиалки — это кесе. Татар тілінде. Вот, в тюркском тогда, в тюркских языках есть пыяла. Потому что в татарском языке пыяла имеет только одно значение. Стекло, да? Это стекло, да, стекло. А еще у Айгиль такой альбом называется. Пыяла. Да, пыяла. То, что легко разбивается, да? Да. Хорошо. Потом есть вот тарелки. Саот соба. Теленьке. Теленьке. Хорошо, теленьке. Теленьке. Вообще звучит как название какого-то танца. Типа теленьке бьюся, бью. Да? Прикольно. Нет? Ладно, у меня такая ассоциация, видимо. Классно. У каждого своя ассоциация. Что еще? Много чего есть. Например, кошек, да. Колак. Щей кошыгы. Колак есть, да, такой вариант, считается вроде диалектом, но может быть какая-то другая форма ложки. Ну вот я знаю два слова ложки, это кошек и колак. Колак. Вилка. Вилка щеночки. Щеночки. А вот откуда это слово? А есть вилы большие, тоже так же, по-моему, называются, нет? Сенек. Сенек. А бу щеночки маленькие. Щеночки. Щенки колоть. Щен щерге. Щен — это получается что-то уколоть. Какой-то укалыватель. Укалыватель, да. Щеночки. То есть укалываешь и забираешь, да? Щеночки. Щеночки. Не «э» на конце, а «е», да? Щеночки. В конце «е», да. Это вот как раз из тех слов, где вот не поймешь, где что впишется, или да? Щеночки. То есть в первом слоге у нас идет а дальше уже Ну, пишется оно как «е». Вот. Ну, татарща мы этот звук называем Щеночки. Окей, есть нож. Пыщак. 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 То есть просто пыщак. Пыщак, кстати, на многих тюркских языках звучит пыщак. В отличие, кстати, от вилки. И, кстати, слово пыщак вот часто используется в каких-то там простой речи, в других уже смыслах метафор, да? Например, говорят «пыщагыма керегиди».
Типа, зачем мне это нужно было? Да, пшагма. Типа, дословно переводится для моего ножа нужно, будто бы. Да, страшно, да? Интересно. Такая метафора, у нас сразу ассоциация. Моему ножу этому нужно. Да. Вот. Или, например, когда ничего, наоборот, это не нужно, ты просто можешь сказать пшагма. Да, слушай, может, это как раз объясняет вот то, что татары любят готовить, и типа под мой нож, это вообще, я даже это готовить не буду. Вот это, Может типа, быть. Вот интересная под ассоциация, мой нож на самом ничего, деле. это точно не Или нужно. наоборот, моему ножу только это и не надо. Ну, то есть, чтобы разрезать. Ну да, может быть так, да. Да, интересно. Дальше. Стакан. Саба. Стакан. Стакан, нету отдельного такого слова. Стакан. Ладно, Вот что еще у ямры, нас есть? щокар, это вот. Ну, наверное, большая посуда какая-то, да? Щокар, кстати, мы еще забыли. Щокар. Это Это что? чашка тоже. Чашка. Ну, щокар это просто яма. Яма это, да, щокар. Не щокарга, потом, ой, упал. Да, тыштым. Потом это утонул. Из крупной такой посуды, да? Давай сковорода. А сковородка это будет тоба. Тоба. А вот есть еще слово тобак, да, в конце уже к. Это Цыпленок табака это оттуда, интересно? нет, табак это. Кстати, не знаю, ну потому что я связывала цыпленок табака с табаком, хотя это вообще как можно связать, не знаю, но табак это такая глубокая посуда, ну, например, где делают салаты, где делают тесто, вот. Кастрюля. Кастрюль. Кастрюль. Это заимствование чистой воды. Кастрюль. Кастрюль. А вот... Мин ыштан кеп, кровата, кастрюль. Пошлядым. Да? Да? Ну, это я вспоминаю про все слова, которые в заимствовании. Кастрюль. Ыштан кеп. Почему не существует исконно татарского слова кастрюль, да? Кажется, как будто вот татары, они никогда не пользовались кастрюлей, какой-то емкостью, чтобы для готовки. На самом деле был шульмек. Шульмек, как кульмек, как платье. Только да. шульмек. Шульмек, да. Шуен шульмек, это вот было место кастрюли, и там готовили и кашу, и суп. Это возможно. Вот, знаешь, похоже будто бы на вот этот шульмяк, он похож на горшок такой, да, это темный, так и есть, да. который в печь ставили. Да. Шуен шульмяк — это чугунный, получается, горшок, а есть еще болшек шульмяк, вот то, который разбивают на сабантуях. Болшек шульмяк — это, получается, глиняный горшок. А вот щумеш есть еще слово. Щумеш у нас, знаешь, что называют в деревне? Щумеш, вот когда ты в баню идешь, вот ты щумеш и обливаешься. Да, это получается ковш. Не смог перевести. А есть еще щумеш на кухне, это половник. Половник. Есть щумеш, а есть щукиш. Щукиш — это молоток. Да. Я тоже как-то тебе рассказывал вне подкаста, что у нас в Башкортостане, ну вот, по крайней мере, в нашей семье щукиш называют невысоких мужчин. Да? То, что их молотком ударили по голову. Возможно, так. Никогда не думал, почему так. Скорее всего, да, поэтому щукригенер. Потому что есть еще глагол щукриге. Кого-то забить. Ну да, щукриге. Смотри, Казан. У нас Казань, да, Козан. Кстати, Козан. Это где плов готовят. Да. Эта посуда есть как раз-таки. Такая большая вот Козан. Сами татары Козан, вот ты же сказала, пуяла у нас не называли пиялки. Козан бар, да, до сих пор он и есть, и используется, и легенда как раз-таки связана с названием города Казани. Казань на татарском звучит как Козан в оригинале, то есть город Казань звучит как Козан. Кстати, для некоторых это открытие, действительно. Ну да, у тюркских народов, в принципе, все Казан, до сих пор они там плов готовят в казанах. И, кстати, знаешь, вот слово Козан, Козанырга, это же глагол достигать чего-то, то есть или побеждать чего-то, ну, достигать каких-то высот, Козанырга. Возможно, после достижения каких-то высот, не знаю, там, после каких-то завоеваний готовили какое-то большое блюдо на вот этой посуде, и оттуда это произошло, например, может слово быть. «козан», да? А может и нет. Вот. И пока на этом все, но думаю, что больше материала вы сможете найти на сайте нашего проекта Айда Онлайн. А также во всех наших соцсетях ищите Айда Онлайн, подписывайтесь и следите за всеми новыми интересными материалами. С вами были ведущие подкаста Эльза, Хэм Айнур, Дуслар сізге зур рахмет, оңышлар, сау болыңыз. Сау болыңыз. Айда подкаст. Учим татарский.